конце XIV века великий полководец Тамерлан отправился в поход на Северный Кавказ. Горные области между Казбеком и Эльбрусом подверглись жестокому разорению. Крепости и селения были стерты с лица земли. Большинство местных жителей взяты в плен и убиты. Лишь некоторым из них удалось укрыться высоко в горах. Это были аланы, представители некогда могущественного сарматского племени, имевшие свое государство на Кавказе – Аланию. В XIII веке в результате монголо-татарского нашествия Алания перестала существовать, а равнины, где жили остатки аланов, вошли в состав Золотой Орды. Тамерлан был уверен, что взять непокорных будет просто. Ведь у него прекрасно обученная армия, а аланов было не больше сотни. Но горстка храбрецов отражала одну атаку за другой. Осада продолжалась почти полгода, и в тот момент, когда у аланов, засевших высоко в горах, должно было кончиться продовольствие, случилось чудо, и Тамерлан неожиданно отступил. Эта история – часть осетинского фольклора. Но она основана на реальных событиях. В начале 15 века Тамерлан во время похода против Золотой Орды объявил геноцид аланов. Несмотря ни на что, им удалось выжить, и они действительно победили в том противостоянии. Аланы основали в горных ущельях новые поселения, сохранили свой язык, свою культуру. Потомки древних аланов до сих пор живут по обе стороны Кавказского хребта, в Северной и Южной Осетии, и поддерживают древние традиции. Например, собираются на Ныхас, где старейшины обсуждают проблемы и принимают решения. О мужестве и мудрости тех аланских воинов и их необъяснимой победе и по сей день ходят легенды. Они рассказывают о невероятных воинских умениях, о помощи небес и даже о неком чудодейственном оружии, которое было у непобедимого легиона. Но что же произошло на самом деле? Каким образом горстке людей удалось противостоять армии Тамерлана? Столица Северной Осетии, Владикавказ, была основана в XVIII веке. Когда-то здесь находилась знаменитая крепость Владикавказ, построенная Екатериной II, которая и дала ей название. Сегодня от этого некогда мощного укрепления сохранился лишь небольшой кусок стены. А еще множество легенд о героическом прошлом. Одна из них – о непобедимом аланском легионе, одержавшем победу над Тамерланом. Предположим, этот непобедимый легион и в самом деле существовал. Но какими качествами должны были обладать аланы, чтобы великий полководец отступил? Что вообще известно о древних аланских воинах? О воинственности и неистовости аланов писали многие. Так римский поэт Сенека-младший в своей трагедии «Фиест», написанной в первом веке нашей эры, называл аланов дикими. Другой римлянин Клавдий Клавдиан утверждал, что их глаза окрашены страшным гневом. Но Клавдий Клавдиан тоже был поэтом. Интересно, что писали о древних аланах ученые? Больше всего свидетельств оставил римский историк IV века Аммиан Марцелин. Он описывал аланов как высоких и подвижных воителей с суровым взглядом, чей образ жизни напоминает гуннов, но все же имеет более цивилизованный характер. «Они находят наслаждение в войнах и опасностях», — утверждал Марцелин. «А счастливым у них считается тот, кто умирает в бою. А те, кто доживает до старости и умирает естественной смертью, преследуются у них насмешками, называются выродками и трусами. Ничем они так не гордятся, как убийством человека, и в виде славного трофея вешают на своих боевых коней содранную с черепа кожу убитых». Описавший аланов историк Аммиан Марцелин сам принимал участие во многих сражениях на территории Римской империи, в том числе и в знаменитой Адрианопольской битве, в которой аланы, воевавшие на стороне вандалов, наголову разбили римскую конницу императора Валента. Так что свидетельствам Марцелина можно верить. Вот только как аланы очутились в Европе? И откуда у них эта невероятная жестокость?
Как сообщают историки, аланы – это ираноязычные кочевые племена скифо-сарматского происхождения. Уже в первом тысячелетии в предгорьях Кавказа у них было свое государство – Алания. Оттуда они совершали набеги в Крым, Закавказье, Малую Азию, Мидию. В эпоху великого переселения народов часть аланов перебралась в Европу. Они участвовали в вытеснении франков с берегов Рейна, в военном походе на Испанию, воевали против римлян и вместе с ними. Буквально за несколько лет воинственное племя аланов в союзе с вандалами покорило огромные африканские территории, принадлежавшие Риму во главе с Карфагеном. К ним в руки перешел мощный флот, с помощью которого они неоднократно наведывались на побережье Сицилии и Южной Италии. Будь аланы менее жестокие, вряд ли бы им удалось выжить в Европе, где в то время всем заправляли римляне. А так, в 439 году Рим был вынужден признать полную независимость королевства аланов и вандалов. А еще через 13 лет – свое полное поражение. На карте Италии, даже современной, если хорошо присмотреться, несколько десятков городов с осетинскими названиями. Это после того, как предки осетин-аланы помогли римлянам устоять против гуннов. Вот с тех пор вот эта дружба, не всем понятная, продолжает существовать. И знаменитый Адрианов вал в Англии, этот вал охраняли именно те 5000 сарматов алан, которых римский император послал для того, чтобы охранять завоеванную Великобританию. Итак, об аланах, которые во время великого переселения перебрались в Европу, известно многое. А какими воинами были аланы, которые остались в предгорьях Северного Кавказа? Если они обладали теми же качествами, то в том, что они сумели победить Тамерлана, некоторая логика есть. Хотя как именно они это сделали при таком неравенстве сил, все равно непонятно. Согласно историческим документам, расцвет Алании как государства пришелся на X-XII века. В то время Алания занимала огромную территорию равнины от реки Кумы до Дагестана. Столицей был Маас, богатейший город, в котором в период расцвета проживало около 15 тысяч жителей. Были развиты торговля и ремесла. Как писал анонимный историк X века, эта страна полна всяческих благ, есть в ней много золота, великолепных одеяний, благородных коней и стального оружия, закаленного кровью присмыкающихся, кольчуг и благородных камней. Откуда же все это взялось? По карте отчетливо видно, что древняя Алания находилась как раз на пересечении маршрутов Великого Шелкового пути, соединявшего Китай и Римскую империю. Видимо, аланы брали пошлину со всех проходивших караванов. Может быть, это и определило расцвет средневековой Алании. А что скажут специалисты? Почему? Потому что богатая, трасса уже сформировавшегося, окончательного, знаменитого Великого Шелкового пути, на котором стояли аланские таможни, потому что аланский военный успех притягивал взоры государей всех стран, потому что они сначала служили наемниками очень часто, при этом никогда не воюя друг с другом. Там великолепная, что подчеркивает силу государственной власти, великолепная координация.
То есть вот этот бизнес военный возможен, но центральная власть координирует его в соответствии со своими политическими интересами. Централизованная власть в Алании была сосредоточена в руках царя, выходца из военной аристократии. Он и контролировал все – военный бизнес, торговлю, таможню и даже строительство новых укреплений. Известно, что аланский царь укреплял свое влияние брачными узами и, разумеется, силой оружия. Его армия в 30 тысяч воинов была мощной и в то же время мобильной, потому что состояла в основном из легкой кавалерии. Это было очень удобно. На равнине кавалерия могла наступать лавой, а в горах и предгорьях действовать небольшими группами. Было у аланов и пешее ополчение. Византийский император Константин Багрянародный, один из образованнейших людей эпохи, в наставлениях сыну упоминает державца Алании, который мог парализовать своими набегами в хазарские климаты всякие их военные предприятия и держать их в постоянном страхе. Но в XIII веке эта могущественная и процветающая страна утратила свое значение на международной арене. Центральная власть пришла в полный упадок, и этим не преминули воспользоваться монголо-татары. Уже в 1222 году 30-тысячная армия Чингисхана разгромила аланское войско. Алания, как независимое государство, перестала существовать после северо-кавказского похода Золотой Орды. В 1239 году был осажден, захвачен и разграблен Маас. Большая часть равнинной Алании оказалась в зоне оккупации, города разграблены, поля разорены, караванные пути пришли в запустение. Но не все аланы покорились монголам. Многие из них ушли в горы и уже оттуда совершали набеги на захватчиков. Сами монголы, привыкшие воевать в степях, в горы идти боялись. В 1253 году фламандский монах-францисканец Гильем де Рубрук, который по поручению французского короля отправился к монголам, свидетельствовал, что аланы исповедуют христианство и все еще борются против татар. 15 декабря 1254 года на обратном пути из Монголии в Европу Рубрук добрался до Аланских гор. Аланы на этих горах все еще не покорены, писал он. Горную Аланию удалось сохранить не только потому, что золотоордынские ханы не хотели бы ее или не умели организовать ее захват. Нет, там все сложнее, там внешнеполитическая интрига существует, она сохранилась на границе, балансируя между двумя монгольскими государствами. Именно поэтому им удалось сохранить вот эту горную, буферную, значит, зону, вот ту горную Аланию, которая и существует с середины XVIII века под названием Осетия. И вот спустя еще столетия появляется Тамерлан, который желает, помимо всего прочего, покончить с непобедимыми аланами. Но есть ли хоть какие-нибудь достоверные сведения о существовании в то время какого-то непобедимого аланского легиона? В XIV веке известно только о героизме и несгибаемости. Никаких специальных легионов, никаких, значит, новейших систем вооружения, значит, неизвестно. Быть может, дело в самих горах, ведь аланы были коренными жителями гор и умели виртуозно сражаться в скалистой местности. Разве могли также успешно вести боевые действия войска Тамерлана, привыкшие к битвам в степи? Что представляла собой армия Тамерлана? На рубеже 14-15 столетия она считалась сильнейшей в мире. Боевой костяк этого войска составляли тюрко-монгольские воины-кочевники, а общая численность равнялась 200 тысячам человек. Всего за 15 лет Тамерлан подчинил себе Восточную Персию, Ирак, Азербайджан, Армению, Месопотамию и Грузию. Огромная территория.
Придворный поэт и историк 15 века Шараф-ад-Дин Езди в книге «Побед» писал, что во время боевых действий на территории Золотой Орды Тамерлан находился на поле боя до тех пор, пока не расстрелял все стрелы и не сломал копье, но даже тогда он продолжал рубить мечом. Так или иначе, Тамерлан действительно лично участвовал во многих сражениях. Важный факт. Героизм в армии Тамерлана поощрялся материально. Отличившийся воин мог получить титул Тархана и особую грамоту, которая освобождала от наказания за 9 преступлений. Причем, если сам владелец грамоты погибал, привилегией могли воспользоваться его родственники. Так что нет ничего удивительного в том, что даже в свободное время воины армии Тамерлана организовывали охотничьи экспедиции и практиковались в стрельбе из лука. Но что же насчет горной местности? Логично, что армии Тамерлана, привыкшей к равнине, было бы сложно воевать в таких условиях. Но насколько велики были эти сложности? И могли ли они стать решающими? В той же книге «Побед» написано, что войска Тамерлана вошли в Аланские ущелья с севера. У тамошних жителей были крепости и укрепления на вершине горы, и пройти туда было чрезвычайно трудно вследствие высоты их, которая была так велика, что у смотревшего мутился глаз и шапка валилась с головы. В биографии Тамерлана описано, как его армии удалось победить в другой горной местности. Ранней весной 1396 года завоеватель двинул свою армию покорять Нагорный Дагестан. Штурмом взял крепость Нергес. Уцелевшие жители крепости и близлежащих сел бежали и укрылись в ущельях и пещерах окрестных высоких гор. И тогда Тамерлан приказал посадить своих вооруженных воинов в ящики и опустить их на веревке по отвесным скалам до уровня пещер и горных расщелин. Ударами дротиков и стрел они истребили тех несчастных. Так почему же непобедимый Тамерлан в конце концов отступил? И каким образом Аланскому легиону удавалось так долго выдерживать осаду? Быть может, дело в каком-то особенном аланском воинском искусстве? Или в человеческом факторе, например, какой-то гениальный полководец так выстроил тактику и стратегию, что в конце концов именно это и решило исход войны? Обычно вооруженные отряды аланов возглавляли представители знати. Благодаря биографам Тамерлана нам известны имена аланских князей, которые участвовали в сопротивлении. Один из них, князь Пулат, держал оборону в районе Дарьяльского ущелья, которое в то время называли Аланские ворота или Ворота Кавказа. Кстати, сейчас в этом месте проходит граница между Северной Осетией и Грузией. Известно, что крепость князя Пулада находилась на самой вершине горы. Внизу протекала река Терек, у берегов которой весной 1395 года армия Тамерлана разбила монголо-татарское войско. Одному из военачальников Золотой Орды, Удурку, удалось бежать и скрыться в Аланской крепости. Тамерлан написал Пуладу письмо с просьбой выдать беглеца. Но тот вынужден был отказаться, потому что по Аланскому этическому кодексу на своей земле он должен был защищать всех, даже собственных врагов. Тамерлан взял крепость. Князь Пулат погиб, погибли и другие аланские князья, имена которых упоминаются в биографии Тамерлана. И про всех пишут, что они сражались храбро, но при этом следовали некоему кодексу этических норм. Так что же это был за кодекс? Некоторые западные историки считают, что нравственный кодекс средневековых рыцарей, храбрость в бою, умение держать слово, самопожертвование, особенно отношение к женщинам, был впервые разработан именно аланами. Косвенные подтверждения этой теории мы нашли в нардском эпосе, древнем памятнике культуры народов Северного Кавказа. Эпос создан разными народами, но в основе его лежит древний аланский эпический цикл. Главные герои нардского эпоса – это нарты, то есть богатыри.
Нартов много, все они обладают какими-то исключительными способностями, а их главная задача – охранять страну от внешних врагов. Но нарты не только сильны, они еще и великодушны и всегда готовы прийти на помощь слабому. В одном из сказаний нарт по имени Сослан очень торопился на помощь собственной матери, которая попала в плен к врагам. Но даже несмотря на спешку, он остановился, чтобы накормить умирающего от голода человека, и тем самым спас его от верной смерти. И такие примеры благородства встречаются в нартском эпосе на каждом шагу. Так что неудивительно, что князь Пулат во время переговоров с Тамерланом повел себя как истинный нарт. Он поставил интересы своего гостя выше собственных. А ведь мог бы выдать удурку и тем самым выиграть время. Тамерлан, кстати, не оценил этот жест. Он вообще не славился высокими моральными качествами, а со своими противниками и вовсе действовал хитро и цинично. Эта манера проявилась еще в начале его полководческой карьеры, о чем свидетельствуют многочисленные полулегендарные рассказы про Тамерлана. Одна из таких историй, к примеру, гласит, что однажды Тамерлан, имея конный отряд в 2000 человек, совершил набег на хана Таглука и его армию в несколько десятков тысяч. Добравшись до крепостей, где предстояло встретиться с основной военной силой, Тамерлан пошел на хитрость. От имени сына хана, который командовал войсками, разослал комендантам крепостей строжайший приказ – оставить вверенные им крепости и с гарнизонами отойти за реку. Те подчинились, а Тамерлан со своими всадниками беспрепятственно грабил крепости и поселения. И это не первый случай в истории Тамерлана, когда он добивался своих целей, мягко говоря, не самым честным способом. Так что в борьбе с этим захватчиком рыцарство аланских князей было не лучшим оружием. Кстати, об оружии. Возможно, стоит рассмотреть версию о каком-то необыкновенном вооружении аланского легиона. Быть может, у этих разговоров есть реальные основания? О магическом оружии упоминается и в нартском эпосе. Это необыкновенный меч, изготовленный по заказу нартов небесным кузнецом Кордалагоном. В качестве исходного материала кузнец использовал небесную руду, которую нарты добывали у подводных жителей быценагов. Вот как этот процесс описывается в сказании «Меч Ахсара». Братья Ахсар и Ахсартак разыскали ту кладовую, где быценаги хранили свою руду. Нашли они обломок небесной руды, спрятанный быценагом, и отнесли небесному кузнецу Кордалагону. Из этого обломка сделал себе Ахсар обоюдоострый меч, такой, что от удара его любой камень, любой металл пополам распадались, а сам меч не тупился. И меч был не единственным боевым артефактом, которым владели нарты. В эпосе упоминается и неуязвимый шлем, и непробиваемый панцирь, который в случае боевой тревоги сам надевался на воина. А еще 2 пружинных крыла, на которые что ни положишь, все унесут через горы и леса туда, куда ты захочешь. Согласитесь, неплохой арсенал для победы над противником. Все это, конечно, легенды. Но ведь и архивные источники утверждают, что у аланов было отличное вооружение. Византийский историк 15 века Лаоник Халкахандил так писал об аланах. Аланы славятся как отважные воины, искуснейшие в военном деле, и делают превосходные латы. Они также чтут Господа нашего Иисуса Христа, говорят на особом своем языке и из бронзы изготовляют оружие, называющееся аланским. Вероятно, это было какое-то особое оружие, которого не было у воинов Тамерлана. Но какое? Известно, что аланы были искусными оружейниками. Это они привнесли в Европу латы и снаряжение для защиты лошадей. Раскопки в могильниках Северного Кавказа показали, что в арсенале аланов имелись и мечи, и кинжалы, и боевые топоры, и метательное оружие, арканы, дротики, луки и стрелы. Все эти предметы сегодня можно увидеть в Музее древностей Алании. Вообще то, что вот на этой витрине мы видим, это вооружение одного воина или все-таки были какие-то подразделения лучников специализированные, или тех, кто только топорами был вооружен, например? На самом деле на этой витрине представлен комплекс из одного погребения.
То есть это все вещи, погребенные с одним человеком. Но на самом деле таких разносторонних людей, которые бы одинаково хорошо владели боевым топором, саблей, луком, копьем, в принципе, нету. У каждого человека есть какой-то свой предмет вооружения, которым он хорошо владеет. В вооружении у воинов Тамерлана даже было некоторое преимущество. Они активно использовали военный потенциал тех стран, которые им удалось покорить. В Грузии, например, им делали превосходные кольчуги. Дагестанские оружейники, сабли и кинжалы. А у аланов было оружие только собственного производства, но зато по особой технологии. Клинок сабли ковали из сыродутного железа и подвергали локальной цементации. Углеродом насыщалось только лезвие, остальная часть обмазывалась глиной. Затем клинок закаливали в холодной воде. Эта технология придавала сабле особую гибкость. А что-то можно сказать о действиях в горной местности, да, вот то, к чему аланы были вынуждены перейти отчасти под действием, например, Золотой Орды, наступающей, да, которых вытеснила частично в горную местность. Как-то это повлияло на вооружение аланских воинов? Единственное, что могло появиться, это арбалет, с которым, допустим, некоторые ученые связывают именно строительство башен. Потому что бойницы башен, они не подходят для лучного боя, для луков, но из них возможно стрелять из арбалета именно. Он давал возможность прицельного выстрела. То есть арбалет нацеливается на цель, и стрелок ждет. Когда появляется противник, он просто спускает курок. И не надо выдерживать напряжение рук, чтобы спустить тетиву. В период Средневековья арбалет был одним из самых популярных метательных орудий. Причем и в Европе, и на Северном Кавказе, и в армии Тамерлана. Арбалетные стрелы могли убить с расстояния в 300 метров и наносили ужасные раны. Одно время в Европе арбалет был даже запрещен церковью. Но с этим мало кто считался. Мог ли арбалет быть тем особым оружием, с помощью которого аланы победили Тамерлана? Вряд ли. Ведь при всех своих достоинствах у арбалета была низкая скорострельность. Даже искусный воин не мог выпустить более 4 стрел в минуту. А еще арбалеты становились бесполезными после проливного дождя. Ведь отвязать тетиву быстро, как это делали лучники, было невозможно. Уж слишком сложной была конструкция. Ну, вообще, если подвести итог, можно ли сказать, что аланы в смысле вооружения, защиты обладали чем-то уникальным, чего не было у их вероятных противников? Ну, понимаете, в чем дело? Военное дело такая штука, что уникальным ничем долго обладать невозможно. И война, опять-таки, дает возможность совершенствоваться. Нельзя сказать, что чем-то уникальным аланы обладали. Что ж, наши надежды на уникальное оружие не оправдались. Придется поискать другую версию. Мы попросили историков вспомнить эпизоды боевых действий, в которых аланы сумели противостоять более сильному противнику, и услышали еще одну невероятную историю, которая случилась уже в середине 17 века. Именно тогда шах Аббас, завоеватель средневекового Ирана, совершил поход на Северный Кавказ и попытался захватить горную территорию, где проживали потомки древних аланов. Шах Аббас, попытался взять под контроль Центральный Кавказ, который дает только возможность сохранить, Закавказье и выйти на предкавказскую равнину, на Северный Кавказ, да, как мы его называем сегодня. Шах Аббас вынужден был вернуться. Уже в 17 веке достало сил, прошло всего два века, да, 15-й, 16-й, 2,5 века. Оказалось, что вот эта аланская, небольшая группа, выжившая, уже в середине 17 века сумела дать отпор. Сохранилось народное предание, как оборонялась одна из аланских крепостей. Оно связано с наскальной крепостью, расположенной в Куртатинском ущелье, рядом с селением Дзивгис. Как гласит легенда, в крепости находились только 100 воинов. После длительной осады, когда кончились запасы еды, осажденные аланы поступили очень мудро.
Они сбросили голодным и усталым нападавшим последнее, что у них было – большую бычью ногу. В результате среди воинов Аббаса началась драка за единственный сочный кусок мяса. Дошло и до убийств. аланы воспользовались этим и добили поредевшее войско противника. И снова рассказ об удивительной удали. Всего лишь сотня воинов в течение полугода сдерживала осаду целой армии. То ли у аланов невероятное самомнение, которое нашло отражение в фольклоре, то ли они и вправду обладали каким-то тайным знанием. Селение Дзивгис расположено в 43 километрах от Владикавказа. Оно находится в Куртатинском ущелье, на берегу реки Феогдон. По словам старожилов, когда-то эта река была покрыта мхом, а первые поселенцы, чтобы брать из нее воду, расчищали русло реки лопатами. Тогда в ущелье к селению Дзивгис можно было попасть только по узкой и опасной дороге. Но, судя по всему, воинам шаха Аббаса это удалось. А вот взять крепость – нет. Возможно, узнав секрет этой длительной обороны, мы поймем, как аланам удалось победить даже грозного Тамерлана. Тем более, что Дзивгисская крепость сохранилась до наших дней. Отправимся туда. Когда-то селение Дзивгис было гораздо более многолюдным. В XIX веке в нем проживало около 200 человек. В начале 20-го в 2 раза больше. Но после революции, с началом коллективизации, горных осетин стали переселять на равнину. Сегодня в селении всего несколько постоянных жителей. Пропустить Дзивгис очень легко. Крепостная стена практически сливается со скалой. Но местные жители подсказали нам ориентир – высокую сторожевую башню, которую отлично видно с дороги. От нее ведет тропинка прямо ко входу в крепость. Кстати, одним из первых российских исследователей, который оставил подробное описание этих мест, был ссыльный декабрист Владимир Толстой, дальний родственник писателя Льва Толстого. Первый раз Толстой приехал в Дзивгис в 1847 году по поручению наместника Кавказа князя Воронцова с целью изучить религиозное состояние горцев-осетин. И эта поездка произвела на Толстого огромное впечатление. В своем отчете он писал: «Край этот изобилует народными легендами, былинами, преданиями, памятниками. Здесь, как и в Грузии, гигантские развалины, драгоценные археологам, приписываются царице Тамаре. Например, циклопическая стена, поставленная поперек целого ущелья, перекинутая через бешеный поток и кончающаяся башней на самой вершине Исполинской горы. Там капища языческие, развалины крепостей и прочее, и прочее». Но больше всего его поразила одна из пещер у подножия крепости, наполненная человеческими костями и несколькими тысячами таких же остовов небольшого размера. Местные жители, по словам Толстого, называли эту пещеру святой и уверяли, что в ней находятся останки легендарных нартов. В 70-х годах 20 века в Дзивгисе проходили археологические раскопки. Ученые исследовали храм, кладбище, культовые памятники и пришли к выводу, что именно здесь жили аланы, которым удалось укрыться от монголо-татар. Тогда же, в 13 веке, и начали строить эту крепость. Дзивгисская крепость – это естественное природное образование, к которой местные жители гениально просто приложили заградительные стены. И таким образом во время вражеского нашествия все население Дзивгиса помещалось там. Дзивгисская крепость выглядит единым целым с горой Кариуха. На том же скальном массиве расположено еще несколько подобных укреплений. Сейчас они ничем не связаны, а когда-то, несколько веков назад, аланы могли спокойно перебираться из одной крепости в другую. Осетины, которые жили там, умели подбирать самые прочные породы деревьев
и искать в скалах трещины. Некоторое время эти трещины, типа зубилы и так далее, расширяли, достаточно для того, чтобы потом осиновый кол вбить так, что если в 1,5-2 метрах от него другой на том же уровне, а потом третий, то на них они просто клали плаху. И когда они, одна плаха, вторая плаха, третья плаха, наконец вошли туда, а там уже слышен шум надвигающихся войск, они все это спокойно втягивали за собой туда, а пришельцу в голову прийти не могло, как люди могли туда забраться. Вообще с неприступностью этой крепости у осетин связано очень много преданий и легенд. Одна из них объясняет, почему воины шаха Аббаса так и не смогли выкурить из крепости осажденных аланов. Дело было так. Ночью персы поднялись на вершину горы, под которой находились пещеры, и стали сбрасывать вниз горящий сосновый валежник, но поджечь укрепление не удалось. Валежник падал в реку, которая в то время протекала у самых скал. А еще в крепости на высоте в несколько десятков метров есть пещеры, в которых могло укрыться больше 100 воинов. Говорят, никто из местных так и не смог дойти до конца пещер. Но существует древнее осетинское предание про кошку, на которую нацепили колокольчик и выпустили прямо здесь, а потом встретили в соседнем Аллагирском ущелье. Значит, выход из пещер все-таки есть. Ответственно заявляю, не нашлось ни одного дурака, кроме вашего покорного слуги, который бы все мышиные норы расковырял. Это все сказки. Каждому из этих сооружений был автономный вход. Мы внимательно осмотрели все, что осталось от крепости, и пришли к выводу, что именно ее расположение и помогло аланам так долго сдерживать натиск врагов. Действительно, очень трудно атаковать такой объект. Но достаточно ли этого для победы? Сложно сказать. Но вот что интересно. У нашего оператора возникли технические сложности. Он никак не мог снять крепость издалека. Солнечный свет слепил объектив, и невозможно было снять общий план. Было принято решение ждать заката, и после этого попытаться сделать необходимые кадры. Но когда солнце зашло, и мы вновь попытались снять общий план крепости, у нас снова ничего не получилось. Стены укрепления просто слились со скалами. Получается, что крепость даже разглядеть очень сложно. Когда солнца нет, как сейчас, стена сливается со скалой. А когда оно есть, солнце светит прямо в глаза и ослепляет смотрящего. А что, если все это не случайно, и строители нарочно расположили цитадель именно так? Может, и остальные аланские крепости устроены подобным образом? Судя по карте, ближайшая расположена в 7 километрах южнее селения Харисджин. Это древняя Хилакская крепость. Ну что ж, отправимся туда. По одной из версий, хилакские заградительные укрепления 7-9 веков были частью Большой Кавказской стены, построенной в самых узких местах перевальных трасс в Закавказье. Таким образом, персы и византийцы пытались защитить свои территории от аланов. Но существует и другая версия, согласно которой эти укрепления строили именно аланы. Именно в эти труднодоступные места в случае военной опасности сгонялись табуны и отары скота. Самое главное богатство Алании. На сегодняшний день сохранились остатки двух стен, которые находятся по обе стороны реки Феогдон. Но еще в XIX веке, по воспоминаниям ссыльного декабриста Владимира Толстого, они соединялись аркой,
по которой можно было переходить с одного берега на другой. А еще Толстой записал легенду, связанную с хилакскими укреплениями. Однажды Хилакскую крепость осадил некий витязь, который прослышал про красоту девицы, обитавшей в Верхней башне.